Умение и готовность противостоять тем, кто изначально кажется сильнее, это основа этой самой справедливости. И лучший пример тому история, которая произошла в Сыктывкаре. Перепалка на дороге переросла в драку. И вот двое мужчин яростно мутузят друг друга. Третий стоит над ними, в руках пистолет. Но внезапно появляется очень крепкий мужчина. И словно супергерой сразу бросается в бой. Даже увидев пистолет, мужчина не отступает. Хулиганы прыгают в машину, пытаются скрыться, а он снова и снова преграждает им путь. Тогда водитель идет на таран. Но неравнодушный богатырь цепляется за капот и едет с таким невозмутимым выражением лица, как будто каждый день перемещается так по городу. Вот только своим массивным телом он полностью закрывает обзор водителю. Что ты делаешь-то? Ты вообще сумасшедший или что? У мужчины, скорее всего, сломана нога. Не в силах продолжать преследование, он падает, а хулиганы быстро уезжают с места аварии и начинают обдумывать дальнейшие действия. Уходи дворами, говорят. Сразу заявление об угоне. Полицейские поймали их в течение часа. И вот первый допрос. Задержанный сходу выдвигает свою версию случившегося. Мол, ехал с другом, никого не трогал. И тут на приятелей якобы набросилась целая толпа с бейсбольными битами. Еле ноги унесли. Ну, битой ударили. Видел? Шиша. Хотите на них заявление написать? Да хотелось бы. Только я не знаю, кто это будет. Вот этот вот Эдгар управлял автомашиной ВАЗ-270. А какой-то пешика на капот посадили было? Был один. Позже выяснится, водители легковушки ранее неоднократно лишали прав за пьянство за рулем. Даже привлекали к обязательным общественным работам. Так что теперь его, возможно, накажут еще строже. И это еще не все. Наверняка придется оплатить и лечение мужчины, который исполнил роль супергероя, и ремонт чужой легковушки, поврежденной во время яростной схватки. А вот пассажир, который бегал по улице с пистолетом, может быть привлечен к ответственности за угрозу убийством. Кирилл Абакумов, РЕН-ТВ.